МОК не будет вводить санкции против спортсменов США и Израиля в период Олимпийских игр, ссылаясь на сохранение нейтралитета независимо от геополитических конфликтов. Так звучит официальное заявление Международной олимпийской организации. Как только касается Америки и Израиля, тогда спорт вне политики. Как касается России, тогда все, это политика обязательно свое там проходит и никаких не допускают спортсменов. Это сейчас и свое они берут. А до этого никакой своей не было, ничего не было. Постоянно не давали, как сказать, спортсменам России поднять голову. Во-первых, вы знаете, многие спортсмены других, даже американцы, спортсмены, именно спортсмены, они говорят, без российских спортсменов вообще неинтересно соревноваться. Есть с кем конкурировать, потому что всегда спорт Советского Союза и России, и Абхазии, если даже вспомним, автономный, всегда был на очень высочайшем уровне. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося удары по Тегерану и другим городам. И есть многочисленные жертвы среди гражданского населения, в том числе и дети. Иран, в свою очередь, отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе. Все это происходит в период Олимпийского перемирия, который начался 30 января в преддверии игр в Италии. Все это происходит в период Олимпийского перемирия, который начался 30 января в преддверии игр в Италии и должен продлиться до 15 марта, через неделю после завершения Паралимпиады. Да, вообще Международный олимпийский комитет, конечно, ведет непонятную игру порой. Могу сказать, что вообще-то двойные стандарты, к сожалению, на заре вообще движения олимпийских игр такого, наверное, не было. Но если иметь в виду Древнюю Грецию и все остальное, тогда, в принципе, как говорится, войны старались остановить для того, чтобы проводить Олимпийские игры. Но сейчас это уже другое время, поэтому я категорически не могу понять, почему МОК действует именно так, то бишь, если они рассматривают возможность допуска к Олимпийским играм, вообще ко всем международным играм, такие страны, как США и Израиль, а в то же время они не допускают российских спортсменов, это вообще выглядит как нонсенс. 4-й пункт главного регламента Организации Олимпийской хартии, определяющий условия проведения Олимпийских игр, гласит: занятие спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации. Зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэль Ампар считает, что политическое влияние отдельных стран блокирует спортивное движение Абхазии на международной арене. Здесь немножко сложнее ситуация. Опять-таки политические моменты вклиниваются в движение спортивное, потому что Республика Абхазия, она так или иначе частично признанная страна, тем более, что де-факто мы уже живем более 30 лет в свободной, суверенной стране, и поэтому наши спортсмены, наши атлеты тоже имеют право выступать на международных соревнованиях. Зная тем более, что есть страны, которые гораздо меньше территориальные, гораздо меньше в количественном составе. Ну, там можно привести Лихтенштейн, Андорра, Сан-Марино и так далее. Ну и более мелкие острова, кстати, тоже участвуют в международных соревнованиях. А вот Республике Абхазии пока это очень сложно сделать. Попытки достучаться до штаб-квартиры МОК в Лозанне предпринимались не раз. Как напомнил Валерий Аршба, Национальный олимпийский комитет Абхазии дважды направлял официальное письмо с просьбой о допустимости абхазских спортсменов в летние Олимпийские игры под олимпийским флагом в 2011 году и позже. Письма регистрировались, но внятного ответа МОК так и не дал. Если мы подпишем соглашение с 5-6 олимпийскими комитетами разных стран, уже у нас будет возможность больше требовать от МОКа. Сейчас мы требовать просто от МОКа, если даже мы будем каждый день письма писать, ничего не получится. Но мы не стоим. 12 стран направили письма через МИД по дипломатическим каналам. Но есть и другой путь – история побед. Советский спорт подарил миру абхазских чемпионов. Легендарного прыгуна Виктора Санеева, Станислава Лугайла, Владимира Дорохова, серебряного призера Московской Олимпиады, метательницу копья Саиду Гунба, футболиста Никиту Симоняна. Уже в современной истории Абхазии ярчайшей вехой стала бронза Дениса Царгуш на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Сегодня традицию побед продолжает новое поколение. Лучший спортсмен Абхазии 2025 года – самбист Инал Гаделия. В феврале этого года он взял золото на престижном международном турнире на призы президента Белоруссии в Минске, подтвердив свой высокий класс.
Можно много твердить о равенстве и утверждать, что спорт вне политики, но когда возникают личные интересы определенных государств, уже спорт и моральные принципы уходят на второй план, увы. В связи с этим, наверное, нас не допускают ни на международную арену, и ни под своим флагом, ни под нейтральным флагом, так как мы для многих стран недружелюбных являемся костью в горле. Многие абхазские спортсмены выходят на международный уровень, но из-за политического влияния отдельных стран на спортивные федерации они зачастую остаются за пределами олимпийского ковра и мировых чемпионатов. Не могу сказать, что в ближайшей перспективе, но в скором времени я думаю, что мир на самом деле изменится, да, в пользу большей демократии, наверное. И я думаю, что абхазским спортсменам такая возможность будет. Просто нужно, конечно, набраться терпения, но работать в этом направлении, безусловно. Абхазские спортсмены, несмотря на ограничение участия в крупнейших мировых соревнованиях под своим флагом, не сходят с дистанции и не теряют надежды. Они продолжают ковать медали лучшей пробы, ведь сильнее тот, кому ставят барьер выше, чем остальным. От Гургунба, Хахра Амичба, Абхазское телевидение.